Уважаемый Знар Николаевич, Ваше Превосходительство, дамы и господа, друзья, сегодня наше посольство в Москве, столице Великой России, проводит прием по случаю очень значительной даты в истории нашего народа. Эта дата является отражением тех событий, которые происходили в 90-х годах. И эта дата и другие последующие составили в сумме правовую базу нашего государства, нашей республики. И в этой связи я имею честь огласить приветственное послание президента Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Гаглоева. Уважаемые гости, друзья и соотечественники, искренне рад приветствовать вас на торжественном мероприятии в честь 35-летия провозглашения республики. 20 сентября Южная Осетия отмечала эту знаковую в истории осетинского народа дату, являющуюся одним из важнейших событий периода становления Республики Южная Осетия как самостоятельного и независимого государства. Процесс суверенизации Южной Осетии проходил исключительно демократическим путем, в полном соответствии с духом и буквой действовавшего на тот период законодательства и основывался на неотъемлемом праве народов на самоопределение. Провозглашение государственности Южной Осетии было продиктовано фактическим распадом СССР, начавшейся вооруженной агрессией и попытками захвата территории Южной Осетии, а также организованным Грузией процессом планомерного уничтожения осетин, вынужденных защищать свое право на свободу, человеческое достоинство и, наконец, право на жизнь. В этих сложнейших условиях были приняты ответственные и своевременные политические решения, в конечном итоге приведшие к юридическому оформлению нового государства. Среди них принятие декларации государственной независимости Республики Южной Осетии 21 декабря 1991 года, которой вчера исполнилось 34 года. Проведение референдума о независимости в январе 1992 года. Принятие акта провозглашения независимости Республики Южная Осетия 29 мая 1992 года, а также Первой Конституции. Южная Осетия прошла сложный путь становления, пережила возможные тяготы, понесла невосполнимые потери. 26 августа 2008 года многолетняя борьба осетинского народа венчалась победой. Именно в этот день, после завершения операции по принуждению агрессора к миру, президент Российской Федерации подписал исторический указ о признании государственной независимости Республики Южная Осетия, тем самым подтвердив, что Российская Федерация была и остается надежным союзником и другом Южной Осетии, основным гарантом ее мирного и безопасного развития и социально-экономического роста. Все эти годы Южная Осетия и Россия бок о бок идут по пути всестороннего развития и укрепления исторически сложившихся дружеских братских отношений. Как и 80 лет назад, сегодня наши народы вместе борются с человеконенавистнической идеологией. Мы высоко ценим дружбу с Республикой Абхазия и ее народом, с которым у нас общая историческая судьба и общая победа. Мы искренне признательны и дорожим поддержкой наших друзей в Латинской Америке, Республики Никарагуа и Боливарианской Республики Венесуэла, которые сегодня продолжают демонстрировать дух свободы. С уважением относимся ко всем странам и народам, разделяющим основополагающие ценности и традиции. Уважаемые друзья, в рамках сегодняшнего мероприятия состоится ежегодная церемония вручения Международной литературной премии «Буламар». В этой связи позвольте сердечно поздравить вас с этим событием. Международная литературная премия «Буламар» гораздо больше, чем просто конкурс. Это мост, соединяющий славное прошлое нашей литературы с ее уверенным будущим. Она была учреждена, чтобы находить и поддерживать авторов, способных поднять национальную литературу на новые высоты. И мы видим, как эта миссия успешно исполняется. Сегодня среди номинантов и лауреатов рядом с признанными мастерами стоят молодые писатели, поэты, что вселяет уверенность в преемственность поколений и достойном будущем нашего культурного наследия. Дорогие друзья, ваше творчество – это самый действенный инструмент в деле сохранения и развития осетинского языка, языка великого Костахи Тагурова, языка наших выдающихся соотечественников Васу Абаева, Сека Гадиева, Хаджи Мурата Турцата, Курзага Атесова, Кацара Плиева, юбилей которых отмечались в этом году. Примите мои искренние поздравления. Пусть эта победа станет для вас новой ступенью, источником вдохновения для дальнейших свершений. Желаю всем нам, чтобы география премии «Буламар» расширялась, объединяя под своим крылом все больше талантов, пишущих на осетинском и русском языках. Уважаемые друзья, в преддверии наступающего нового 2026 года
Прошу вас принять пожелания мира, здоровья, благополучия и процветания. Пусть в наступающем году исполнятся все ваши желания. Президент Республики Южная Осетия Алан Каглоев. Слово предоставляется директору 4-го